Всем привет! Мы приехали в лес. Вот смотрите, сколько здесь травы, а это значит, что вряд ли есть грибы. Но сразу же при входе мы нашли вот такие прикольные споровики. Знаете, на которые нажмешь, и они такими пш, такая из них как дым такой выпадает, короче, споры. Вот мы прогуливаемся по нашим любимым дорожкам. Владимир Николаевич еще в боковые забегает, чтобы найти грибы, может быть. Вот там тоже споровик, видите, такой желтый аж. Вон, видите, такой желтый. Это ж обалдеть. А вон еще кто-то стоит, как синявка какая или что. Вон, смотри, Вов, какая синявка тут стоит недалеко. Или еще какой-то гриб. Такой, обычный. Ну, давайте тоже в бок сходим, как Вова. А пахнет грибами? Пахнет, но я не думаю, что есть, конечно, съедобные. Ой, радость-то какая! Он поганку нашел. Ух! Хорошо, молодежь. Ух, молодежь, поганку нашел. Смотрите, какие красивые цветочки. Это кто-то их сюда посадил. Тут, видимо, что-то было. Вот видите, тоже тут такие. Это садовые цветы. Кто-то вокруг этого пня что-то рассаживал здесь. Кто-то что-то хотел здесь высадить. Потому что я не верю, что они сами здесь выросли. Сами по себе, да, такие. Нет, конечно. А вообще, я подписалась на группу немецкую, естественно. Немцы-грибники. Оказывается, среди немцев есть грибники. Вот. Как же они называются? Ну, потом я скажу, как они называются по-немецки. Как пильц, что-то. Какие-то тракеры. Не помню, как-то такое слово-то странное еще. Вот. И это публикуют каждый день они там. Как они насобирали грибов. Всяких разных, голубых и красных. И, кстати, здесь очень много грибов съедобных, которые мы не знаем. Вот как, например, у Вовы родственники любят гриб капуста. Это такой гриб. Я вам вроде его даже снимала на видео в прошлом году и в позапрошлом. Это такой гриб, растет на пнях. Ну, он такой, правда, такой, как такие капустные белые листья, как будто кудрявый такой. Смешной гриб, но он, правда, съедобный. Про него много там уже и читала, и это. Но я боюсь такое есть. А вот я вообще как-то побаиваюсь грибов, потому что вот у меня в жизни было такое, что я отравилась очень сильно грибами. Мне было 20 лет, где-то 19-20 лет, вот так. Это первый брак у меня. Перед первым браком, значит, еще только скоро свадьба. И отравились мы грибами. Причем, ну, очень сильно. Бывшая свекровь насобирала, значит, я так поняла, что опять. И она их как-то, ну, вот не опенками, да, а накрутила почему-то. Она их накрутила или намолола, как говорят, да, на мясорубке почему-то. И заморозила какой-то вот такой вот в пакете. Ну, а что, мы молодые, мы же не понимаем. Замороженные грибы, замороженные, перемолотые, уже не знаю, зачем перемалывать грибы. Вот я сейчас взрослый человек, мне уже много лет, 39, но я ни разу не видела больше никогда ни у кого, чтобы кто-то намолол грибы, бы как-то на мясорубке, да, и заморозил бы их в пакете. Но ни у кого, ни разу. Вы делаете так или нет? Напишите, пожалуйста. Я ни у кого никогда этого не видела. Ну, и мы взяли такой, мы поехали в другой город с бывшим, еще тогда не мужем даже. Приехали на машине, у нас была такая простая какая-то машина, типа шестерки, Жигули. Вот, или пятерка, или шестерка, что такое было? Или, может, семерка, не знаю. Ну, и мы, значит, поехали в другой город к ней, к этой свекрови, которая еще только будущая. И она нам дает этот, значит, замороженный пакет. Лето еще. Помню, было лето. Ну, или, ну, весна, может, такая, что уже как лето.
Ой, мы пока везли, оно, видимо, чуть-чуть, может быть, еще и подразморозилось. А я его обратно в морозилку. Ну и пришло время чуть-чуть попозже, как бы уже есть нечего было. Мы очень бедно жили. Что только начинаем. Мой бывший муж ко мне пришел, как сейчас помню, с одним сраным матрасом, как это говорят. Вот. Реально больше ничего не было. Знаете, что у него было на самом деле? Не матрас, а, по-моему, телек. Телек вроде. Что-то одно у него было, с чем он пожаловал в мою жизнь. И мы сняли квартиру. Своей квартиры у нас в помине тоже не было. В таком возрасте невозможно заработать на квартиру. Родители у нас у обоих нищие. Вот. Ну и, в общем, пришло время, когда нечего стало есть. И я эти грибы-то приготовила. И мы поели. И все. Как было плохо. Я никогда это не забуду. Чувство. Все вокруг кружится. Ты не можешь ходить. Температура 40-41. Так получилось, что пришли ко мне в гости там родственники и вызвали скорую, потому что мы невменяемые были абсолютно. Я помню, как я ползала перед ними. Прям на карачках вот так ползала. А мой бывший муж, он еще мог сколько-то пройти, но совсем было плохо. Вот мы были при смерти. Я была белая, как простыня. Была настолько плохо. Вызвали скорую. Приехала скорая. Вы думаете, нас забрали в больницу? Нет. Сказали, это настолько сильное отравление. Не думаю, что вам там помогут в больнице, сказала там фельдшер. Это маленький город. Кому мы нужны? Вот. И это... Пейте регидрон. Каждые 5 минут по чайной ложке. Засыпать нельзя. Ставьте будильники, вот что угодно делайте. Но засыпать нельзя. И мы так, вот всю ночь нам сбегали, купили регидрон. Мы его развели в какую-то банку. Взяли чайную ложку. И каждые 5 минут пили по этой чайной ложке регидрона. Это такой соляной раствор солевой. Вот. И все. И сколько-то мы пролежали. Сутки, двое. Никто не помнит, что было дальше. С нами сидеть никто, конечно же, не стал. Кому мы нужны? Никому мы были никогда не нужны. Всем было плевать. Вот даже я потом рассказывали мы, да, что мы чуть не умерли, что вот так было плохо. Всем было плевать на нас. Никто не охал, не ахал. Вот мне сейчас мой сын бы такое рассказал, я бы уже там сама чуть ли не при смерти была там, да. Вот еще один споровик. Вот видите. А тогда про нас, мы бы, мне кажется, сдохли, и, никому бы было до этого не было бы никакого дела. Вот честно. И я помню это вот на всю жизнь я запомнила очень яркий момент, как я умирала от этих грибов. И потом я не ела грибы, сейчас скажу, лет, наверное, 10. Даже шампиньоны. Что угодно. Мне предлагали любые грибы. И у меня даже в мыслях не было их даже вот как-то попробовать. Но потом, где-то с 2016 года я полностью вегетарианка. То есть я не ем мясо, ни рыбу, ни какие-то креветки. Абсолютно ничего. И, конечно, грибы – это такая незаменимая часть вегетарианства. Потому что у них есть особые такие белки. Они реально сытные, как мясо, блин. Вот. Но шампиньоны я с какого-то момента начала есть. Получается, как стала вегетарианкой, совсем вегетарианкой окончательно. А вот насчет всего остального, то, конечно, как бы где-то 2 года последние. Я снял шок-контент. Подожди минуточку. Вот. Последние 2 года я. И очень с большой осторожностью ем грибы. Вот. Смотрите, тоже какие интересные тут растут, да? Расцветка-то у них какая. Ух! Вот еще какой-то пластинчатый гриб растет. Вот такие мы никогда не берем, даже если вдруг они съедобные.
Не знаю, какой вот это гриб, съедобный, несъедобный. Выглядит вроде съедобным, да? Но его что-то поели хорошо. Но он похож на марон, но не совсем. Больно светлая у него вот эта губка. По сути, не должна такая быть. Идем, продвигаемся дальше. О, вон еще что-то стоит такое. Видите? Тоже какой-то. Ну, это пластинчатый, да, гриб. Можно даже не пинать. Владимир Николаевич очень любит пинать грибы, которые несъедобны. Вон какая синявка там тоже, видите, красная прям. Видите, красненькая. Вот такие тоже мы не едим. Полно, короче, грибов, которые мы не едим. Еще разговор по поводу клещей. В этом году Владимира Николаевича укусил клещ, как вы думаете, за какое место? Конечно же, за 5-ю точку. И укусил клещ его не в лесу, а именно в городе, когда тот гулял с собакой. Вот в лес мы как-то, видите, все равно осматриваемся, и все. А с собакой что? Вышел вроде, кажется, в парк тут у дома. Но клещей больше всего у нас в Германии хватают именно собаководы. Те, кто гуляет в парках у дома. И клещей действительно куча. В этом году прямо аншлаг клещевой. Я очень боюсь клещей, потому что они реально очень опасные. Хотя говорят, что в Германии процент энцефалита и боррелиоза, и лайма, там, или как он там называется, не очень большой. Но если какой-то процент есть, то он, как говорится, есть. И ты, значит, всегда что делаешь? Рискуешь. Правильно же? Ты же всегда рискуешь, если ты идешь в лес. И мы покупаем спрей такой специальный от Цекинов. Цекин — это по-немецки клещ. Цекин. Вот если вы в Германии, знаете, что как купить от клеща, если вы еще не выучили немецкий, да? Цекин должно на бутылке быть написано. Спрей или крем, лосьон там, да. Но чаще всего спрей вот пользуются. Есть такой спрей Аутан называется. Но он дорогой, он 7 евро стоит почти, 6,95. А есть подешевле. Вот мы сегодня взяли за 3 евро спрей. Он долго хватает. Брызгаешь все ноги себе, когда идешь, кроссовки особенно. Вот клещ же на траве сидит. И все, и идешь себе восвояси в лес. Владимир Николаевич, вот когда дома спрей есть, да, и еще не закончился, и мы там не в промежутке между покупками, он даже вот с собакой теперь идет и брызгает все свои ноги, там все себе от клеща. Я еще все время ору в коридоре: собаку не брызгай. Вот. Потому что он готов, такое чувство, вот, что он готов не только себя полить этой штукой, да, а еще саму даже собаку. Вот. Собаку у нас в этом году укусили 2 раза, по-моему, да? Именно укусили. Вцепился клещ. А снимали... Несмотря на обработку. Да, это несмотря на то, что собака вся обработанная. Демид весь обработанный. А снимали мы с него клеща 5 раз. Или 6. То есть это еще мы снимаем не впившегося клеща, потому что мы собаку осматриваем. И у нас Демид, он же бежевый, палевый такой. Мальчик, красавчик. Меня комары едят. Он же палевый. И у него светлая шерсть, а клещ черный. И, конечно, на светлой шерсти лучше видно клеща, да, который вот ползет. Но он, вы знаете, вот он от меня убегал, клещ. Он убегает прям в шкуру туда, в подшерсток. И пытается вот так вот изловчиться по подшерстку, да. Пытается прям изловчиться, чтобы ты его не поймал-то. Он такой хитрый парень. Или, скорее, самки там, да, кусаются. Значит, девка хитрая. Вот. И мы прям стараемся глядеть в оба, но, как говорится, ты никогда не застрахован. А когда Владимир Николаевича в 5-ю точку укусил клещ, он, конечно, пошел все-таки к врачу, да. Потому что у него опухло очень сильно. Мы подумали, что у него болезнь Лайма. Или еще, не дай бог, что еще посерьезней. Вот. Поэтому, раз у него опухло, мы пошли к врачу. Здесь Hausarzt, это домашний врач. Здесь нет никаких терапевтов. Это и есть терапевт, как бы считается. Твой домашний врач, он-то Hausarzt. Вот.
И ты приходишь, если ты наглеешь, тебя, конечно, могут и поругать, но ты можешь прийти без талона. Но если у тебя что-то срочное, ты можешь пойти в скорую, пешком или на такси, или на своей машине. Ты можешь прийти без талона к House Arts, если у него сейчас рабочая смена. Вот. И ничего, ну, как бы такого нет. Могут поругать немножко, но не до такой степени, как бы, чтобы тебя там расчленили. Все равно это выдержать можно, но тебя примут. И это он пришел, и его взяли без талона, потому что это клещ. Все равно, хоть мы его и сами достали, но там опухло, а значит, мало ли что, да, вот так с человеком. То есть врач расценивает, когда тебя ругать, а когда не ругать. Что это, куда я вышла? Какая интересная какая-то штука. Куда вот я вышла? Что это за место? Ферма какая-то. Лошадиная, наверное. Мы же там на конеферму с вами выходили. И сейчас, мне кажется, просто это ее продолжение, да? Потому что вон там, видите, сено запасали. И видно, что запасали. Вот. Да, это по-любому продолжение конефермы. Ну, тут интересно. Видите, для лошадей как сделано, да, вот так. Ой. Ну, тут всякая лабудень у них собрана. Всякой фигни навалено, да. Но они так стараются все равно аккуратно. Ну, не портят они ничего, как стараются. Лес не портят, ничего. То есть, ну, так-то немцы очень бережные люди. Но тут не только немцы живут в Германии. Это многонациональная страна. Здесь живет очень много национальностей. Они пытаются подделываться под немцев в аккуратности, в педантизме, но у них ничего не получается. Они такие, какие они есть. Так же, как и мы. Как бы мы ни старались жить по немецким правилам или перенять немецкий менталитет, я считаю, что это бесполезно. Лучше быть просто тем, кто ты есть, и выражать свои естественные какие-то, да, вещи, но не против уставов общества. Потому что, ну, одно дело, когда ты там культурные традиции, блины там печешь, ну, хотя немцы очень любят блины, и у них своих блинов достаточно. То есть это не только наше блюдо там национальное. Немцы обожают блины. Они делают блины постоянно, и это нормально. У них есть блинные забегаловки и все такое прочее. Вот. Но, ну, допустим, там вот тот же борщ для них уже нонсенс. Он может попробовать твой борщ, чисто чтобы разнообразие в жизни было. Но жрать он каждый день не будет, конечно. Ну, хотя, если ты его только замуж за него выйдешь, будешь ему насильно готовить борщ, он, конечно, уже потом. Ну, я имею в виду, что так вот в жизни они такое не едят. Борщ. Что такое борщ? Потом, что они любят? Картофельный салат, сардельки, сосиски, мясо. Ну уж не борщ. Блины любят. Ну и, в общем, если ты показываешь свои культурные традиции, да, ты хороший человек, ну, чтишь свои культурные традиции, как говорится. Ну, а если ты, извини, ведешь себя похабно, там, орешь или еще что-то, валяешься где-то, хоть какой-то национальности ты будешь какахой, потому что ты делаешь дичь, да, ты ведешь себя неправильно. Так что, если ты поддерживаешь свои какие-то национальные вещи, но это ты правильно делаешь, да, как бы, что это ничему не противоречит, тебе все только похлопают, скажут, какой ты молодец. Да, хоть в национальном костюме по городу ходи, это никого не волнует, совершенно. Вот здесь, хоть ты там, не знаю, картофельный мешок надень, но голый ходить не надо. Да и вряд ли это в какой-то стране традиция. Вот. Поэтому, мои дорогие, в любой стране вы можете вести себя согласно своему менталитету, но если это не противоречит законам общества. Недавно смотрела интервью, как товарищ из мусульманской страны, его спрашивают, если твоя жена или сестра захочет работать, что ты скажешь ей?
Я смотрела это в Инстаграме интервью. У меня были шары по 5 копеек. Он говорит, я скажу, нет, ты будешь сидеть дома, потому что ты женщина. Они скажут, а если она все равно пойдет и начнет работать? Скажет, он говорит, а я ее пристрелю. Они говорят, в смысле, это живой человек, это преступление. Он говорит, нет, это не человек, это женщина. Это женщина, а не человек. Вов, может, туда пойдем? Там в деревню. Деревню? Да, это Ну, пойдем туда тогда. В обратную сторону. лес. Это часть. И вот, вот тут красненький тоже, видите? И вот она говорит, женщина, а не человек. Женщина, девушка, она не человек же. Если она что-то сделает не так, как я хочу, я ее пристрелю. И они такие его спрашивают, что, ну, больной какой-то или что? Он говорит, нет, это, он, как, тебе не жалко будет? Он говорит, нет, это закон моей семьи, моего рода, моей страны, моей нации. Как хочу, так и буду делать, как правильно. Как меня этому учили там, да? И вот что ты с этим сделаешь, да? Если ты живешь по совершенно другим законам, да, что ты с этим сделаешь? Ничего. Или живи в той стране, где ты, значит, это все применяешь, где это всем нормально, да? Или, ну, не езди в другие страны, где это ненормально, потому что, ну да, там это неприемлемо. Или меняйся. Меняйся. То есть ты знаешь, что ты куда едешь, там это не принято. Там женщины работают, мужчины тоже. Это не принято. И ты не имеешь права что-то там пытаться внедрить свое. Мы заблудились, да? Нет, назад пойдем. Мы просто исследовали новое В место. смысле исследовали? Мы заблудились. Нет. Да. Пошли. Так, пошли мы искать выход. Как вы относитесь к знакам судьбы в виде пера? Вот я считаю, как Ирина Хинди, что это ангелы прислали тебе добрую весть. Вот смотрите, какое перышко. Красивое, красивое перышко. Что надо такое, как, ну, прям от птички, да, от такой какой-то крупненькой, мне кажется, птички. И которая еще, ну, у нее, видите, полосочки есть, все. Вот я считаю, вот это вот знак от ангелов, что они с тобой. Вот нашла еще один гриб такой странный. Видите? У него вроде бы и губка, но такая желтая-желтая какая-то. Я считаю, это кто-то не очень такой. Может, это гриб-горчак, например. Вот зато ежевика, много ежевики, да, в этом году. Поспела. Ежевики можно насобирать. Вот, представляете, туда шли, его не видели, а обратно идем и увидели, да, такой гриб. Может, это сатанинский, а может и нет. Но не красноголовик точно. Наша прогулка по лесу продолжается. Мы приехали в другой лес немножко. Мы вообще ездим только в 2 леса. Здесь выбрали себе такие более, ну, близкие к дому, и все. И вот в 2 леса мы как зачистили. И нет, чтобы найти какой-то другой себе еще лес. Но, видимо, вот как-то у нас не задалось с этим, не заладилось, что ли. Но мы просто гулять, я не думаю, что мы найдем сегодня грибы. Это нереально, мне кажется. Может, то, что жара стояла. Может быть, еще как-то так сложилась в этом году ситуация, что 20 августа нет грибов. Потому что их собирают вон по всему миру, по всей Германии тоже, кстати. Ведрами там, да, я вот в группе-то в этой начиталась. Вот. Остатки вялой брусники. И это просто погуляем. Вот я люблю, знаете, такую физкультуру, да, гулять, чтобы много можно было гулять, ходить, но разнообразную хотя бы какую-то обстановку разнообразить, да, ее, потому что одно и то же каждый день маршрут, один и тот же, ты же не можешь, да, работы много, ты же не можешь там, допустим, там куда-то уехать, там заселиться, еще где-то гулять. Это надо отпуск устраивать себе, чтобы не видео на ютубе, не клиентов, а пойти в отпуск. Вот. Но каждый день такое не будешь делать, и ты будешь гулять все равно в своем городе там или недалеко от него. И вот лес — это такая альтернатива
потому что в нем тоже как, ну, свои приколы. Там можно, даже если ты не найдешь никакие грибы, ну, какие-то поганки найдешь. Или там пластинчатые грибы. Ты на них наткнешься, и вот все тебе радость, как говорится. Что ты что-то нашел, для чего-то ты ходил, ты это вот смог увидеть. Ну, конечно, вообще в лесу дышится лучше, и птички поют часто. И так, ну, приятно, лес же. Все-таки ты идешь что-то, что-то. У тебя еще полоса препятствий, там, да, что-то перешагнуть надо. Каждый день мы стараемся с Владимиром Николаевичем ходить. Но вот когда была жара, нам было сложнее, конечно. То есть мы там, допустим, садимся на городской автобус. Нам не каждый день, там у нас у папы машина, не у нас самих. Папа не всегда может там, да, нас катать, там, родители Вовины. Мама с папой не всегда могут нас катать. И нам нужно было, ну что, сесть на автобус городской, да, спуститься в Альтштадт, старый город, с нашей горы. Мы на горе живем. Вот. И город у нас небольшой. Вот. И там гулять, да, там в кафе мы ходим, кофе пьем. Потом что, в парк ходим, видео я там пишу, сад лекарственных растений, там мы пишем видео, значит, помните, видели, да, много раз. Я вам даже снимала, как выглядит. Вот так вот мы делаем, да, что вот сейчас приходится по траве идти. Ну, трава это вообще классно. Так, вот же эта дорога, да, Вов? Да, вот здесь. Здесь можно. Тут кто-то что-то пилил. А этот мужик тут пилил. Мужик пилил. Дали ему разрешение что-то распилить. И вот мы тут были как-то недавно. Он это все вот какое-то дерево срубил, спилил и очень долго. Вот оно, это дерево. Какие-то поделки он делал. Да? Он еще одно. Ему не одно дали спилить. Не одно. Но это дали, видимо, вот он взял разрешение, да? Ему дали спилить. Он вот прям тут жужжал, как жужжалка. Не знаю, сколько он тут жужжал, но день-то весь точно. Может, даже и несколько дней было. И все поскладывал, что он не увез, но, видимо, ему транспорт надо заказывать, да, чтобы это все. На своей просто машине он же не увезет такие огромные бревна и ветки. Вот. Вон там, видите, еще сколько лежит веток. Это все вот собирают и складывают, чтобы лес был чистый. Понимаете? Здесь за всем следят. Вот. Почему следят за всем в Германии? Здесь живет 83 миллиона человек. Сравните, да? В Украине 43 миллиона. А территория гораздо больше. А в России-то и того. Ого-го. Вот. И там гриб. Ничего себе. Это съедобный гриб. Да? Думаешь? Или нет? Нет, Нет. я сомневаюсь. Ну, пластинка. Нет. Ой, губка, извиняюсь. Губчатый, да. Ну, это, наверное, желтушник вот этот, да? Желтушный, да. Он же горький. Горький, желчный гриб, вот он как называется. Желчный гриб, наверное, это он, мне кажется. Вон там кто-то поеденный, прямо аж да нельзя гриб. А может, это и были съедобные, может, мы не распознаем уже грибы, Вов. Съедобные от несъедобных уже перестали отличать. Ну, его можно попробовать. Если будет Ты понос. еще, если будет рвота, понос, там, да, смерть, ну тогда он несъедобный. Ладно. Вон гриб, точно. Или это листик? Ну-ка. Это гриб. Ну, подай. Грибный гриб. Грибной гриб. Гриб. Глиста. Ну, это съедобно. Пластинчатый. А, пластинка? Да. Офигеть. Ну, Он ладно. просто подпрел. Видимо. Я Вову называю уже пинателем грибов или грибным маньяком. Или... Кстати, здесь кто-то уже шел, потому что много споровиков распинали. Так, мы не одни, оказывается, такие товарищи, садисты, пинатели грибов, грибопины, пиногрибы. О, это твоя мама. Я думаю, кто идет? Кто же там идет? Пойдем туда. Куда? Туда вот. Это к мостику. К какому мостику, Вов? Какой там мостик, Очень Вова? много влаги. Ты чего? Какой там мостик? Ну, пошли. Ну и, в общем,
А что я вообще рассказывала? Вов, а о чем я сейчас рассказывала? Ну, короче, все. Разговора утерян. Нить утеряна, да. В общем, решили мы прогулочку уже сворачивать. Уже много времени гуляем. Около 2 часов, поэтому дальше уже поедем по своим делам.